Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами ее ведущий, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан. В России за год случается 450 тысяч инсультов. В среднем один инсульт каждые 1,5 минуты. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место по причинам смерти в мире. За год умирает 6 миллионов человек, и полностью предотвратить инсульт, к сожалению, невозможно. И с тяжелым заболеванием так или иначе сталкивается практически каждая семья в России. Несмотря на высокую распространенность инсультов, информированность общества остается, к сожалению, низкая, потому что мы не склонны обращать внимание на ту проблему, которая нас пока не касается. В 2020 году ВЦИОМ провел исследование и выявил следующую тенденцию. 53% россиян в возрасте от 25 до 45 лет слышали об инсультах, но не знают подробностей этого заболевания. Есть наши сегодняшние гости, заведующий кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, главным внештатным неврологом Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, доктором медицинских наук, врачом-неврологом высшей квалификационной категории Татьяной Николаевой. Мы поговорим об этом коварном заболевании, об инсульте. Добрый вечер, Татьяна Яковлевна. Добрый вечер, Иван Петрович. Да, мне вдвойне приятно, что Татьяна Яковлевна сегодня пришла в студию, потому что Татьяна Яковлевна была деканом лечебного факультета как раз когда я поступал в медицинский институт. Да. И это было недавно или давно? Это было, недавно, это было это давно. было, да. Можно сказать, что это было недавно, да. Вот давайте начнем, наверное, с самого обширного вопроса, и потом пойдем в деталях. Все-таки, почему случается инсульт? В чем его основная причина? Ну, во-первых, инсульт можно сравнить с катастрофой. Это катастрофа, которая происходит в головном мозге. Это острое нарушение мозгового кровообращения. И вот многие люди, они путают инсульт и инфаркт миокарда, да? Дело в том, что сосуды головного мозга, они могут закупориваться, тогда происходит ишемический инсульт. Часть мозга отмирает ввиду недостатка поступления кислорода и питательных веществ, образуется некроз. И второй тип инсульта – это геморрагический инсульт, когда стенка сосуда истончается, или есть аневризма, или вот такая запущенная артериальная гипертония, и стенка просто-напросто разрывается, возникает внутримозговая гематома, либо субарахноидальное кровоизлияние. Поэтому инсульт – это всегда страшно. И если мы переведем, что это за слово инсульт, то это удар. Это удар, строук. И возникает он обычно внезапно. Среди, казалось бы, такого благополучия это может случиться, если ишемический, под утро или ночью, а если это геморрагический, он может случиться днем, в период такой активности, умственной, физической активности, во время выполнения какой-то работы, может случиться за рулем автомобиля, что бывает, во время колки дров, вот такие пациенты поступают, да, или заготовки льда. Поэтому, конечно, когда мы имеем дело с нарушением мозгового кровообращения, это всегда очень серьезно, и надо обращать внимание на те симптомы, которые есть у пациента. То есть это симптомы, может быть, так, предвестники, да, например, транзиторная ишемическая атака. Это, наверное, некоторые пациенты даже и не слышали об этом, да. Кстати, вот транзиторная ишемическая атака – это, можно сказать, предвестник ишемического инсульта. Это говорит о том, что уже мозговой сосуд имеет бляшку, стенозирован сосуд, да, либо нарушена ауторегуляция артериального давления, и в любой момент закупорка может произойти, и вот как ни странно, ишемические инсульты не происходят, когда давление снижается, наоборот, не поднимается. Когда высокое давление, там выше риск уже геморрагического инсульта. А вот как распознать инсульт и что делать при том, когда мы его это дело такое, вот распознать инсульт, мне кажется, должен каждый.
Да. И надо проводить вот такую даже агрессивную информационную такую политику, да, на популяционном уровне, чтобы каждый человек знал симптомы инсульта. Во-первых, если у пациента внезапно появятся проблемы с речью, либо он не понимает, что ему говорят, либо сам не может выговорить слова, да, либо у него вдруг слабеет или немеет рука, нога или вообще половина тела. Если возникает вдруг нарушение координации движений, атаксия называется, да, или внезапная, никогда не испытанная до этого головная боль, головокружение, это все поводы к тому, чтобы обратиться незамедлительно за медицинской помощью. А если человек оказался рядом, то надо оказать помощь в виде чего? Успокоить и вызвать скорую помощь. То есть здесь минуты решают, какой будет исход. Потому что инсульт надо лечить незамедлительно. Мы знаем, что есть понятие «золотой час», терапевтическое окно, когда мы можем оказать реальную помощь пациенту. То есть это реканализация сосуда, это реперфузия. Причем сейчас выполняется как медикаментозная, то есть вот тромболитическая терапия, либо внутрисосудистая тромбэкстракция, механическая тромбэкстракция. Но все это выполняется вот в такие короткие сроки. Терапевтическое окно, да. 4,5 часа. Поэтому чем раньше пациент обратился за медицинской помощью, а не ходил, что вот так вот все у него пройдет, да, это точно так же, как с инфарктом миокарда. Да. Вот время — это мозг. С каждой минутой погибает там миллионы нейронов, если, так сказать, запустить этот процесс. А вот по статистике говорят, что все-таки инсультов стало больше. Или диагностика стала все-таки лучше? Нет, тут с диагностикой это же такое заболевание, когда уже явные симптомы, и да, диагноз обычно не вызывает затруднений, потому что если пациент поступил в отделение, это обязательная нейровизуализация, причем вот в течение 20 минут это все должно произойти, и диагноз можно поставить. Дело в том, что заболеваемость инсультом, к сожалению, она чуть выросла, так скажем, да. И надо вот сказать, что в какое-то время, до 2019 года, мы считали, что заболеваемость у нас так стабилизировалась и даже имеет тенденцию к снижению. Потом начался ковид, потом началось СВО, и, к сожалению, заболеваемость у нас несколько выросла. Но отрадно то, что смертность не растет. А вот это как раз благодаря медицине. Вот благодаря тому, что у нас все-таки помощь специализированная, и у нас есть федеральная программа, да, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая предполагает, чтобы вот эта вот помощь, она дошла до каждого человека с инсультом. Это 2 больших отделения у нас в республиканской больнице номер 2, региональный сосудистый центр, он якорный по инсульту, так как уже имеет хорошую историю с 1983 года, нейрососудистое отделение, затем региональный сосудистый центр в 2011 году, кардиососудистый центр, который был открыт в 2022 году, тоже является таким мощным, высокотехнологичным центром лечения инсульта. И надо сказать, что вот благодаря тому, что у нас 2 региональных сосудистых центра в Якутске, мы смогли, так сказать, приказом Минздрава распределить все районы республики между 2 этими центрами. То есть по принципу кураторства. То есть каждый район в любое время, да, 24/7 может обратиться в свой курирующий региональный сосудистый центр и получить такую консультацию, да, грамотную. И решается вопрос о маршрутизации. Очень часто сейчас стали поступать больные как раз с арктических улусов,
Вот мы проанализировали, за 23 год поступило 72 человека с 13 арктических улусов, которые вообще-то с хорошим исходом, так как реабилитация, как положено, да, все это, сейчас такая возможность появилась. А вот сразу, Татьяна, вопрос в тему. А есть ли какая-то градация по географии, что вот, допустим, там с Южной Якутии поступает больше, да, в соответствии с той плотностью населения, которым есть, да, на ту численность, или, допустим, с промышленных районов больше, или Заречья, или Вилюйская группа районов? Вот есть какой-то Да, вот этот географический вопрос, конечно, он требует изучения, чтобы была такая статистика, да. А так, на первый взгляд, у нас в южных промышленных районах, в Нейрюнгре, в Мирном открыты первичные сосудистые заболевания. И действительно, вот заболеваемость среди промышленных районов, она несколько выше, чем в сельских районах, и, конечно же, ниже, чем в арктической зоне. Ну, в арктической зоне у нас инсульты раньше вообще очень редко встречались. У нас даже были районы, когда инсульт не регистрировался вообще за год. Да? То сейчас уже появилась тенденция, либо это продолжительность жизни увеличивается, да? Вот, либо вот какие-то другие факторы, в том числе вот с питанием связанные, да, и мы наблюдаем, что арктические улусы тоже охвачены инсультом, хотя раньше считалось, что северные люди, они не болеют инфарктами, инсультами, у них атеросклероз развивается позже, чем у европеоидов. Вот. И когда вот я начинала работать, то действительно вот инсульт почему-то чаще, особенно ишемический, встречался у европеоидов. Да, тоже с питанием. Сейчас одинаково, вообще никакой разницы нет, но остается разница вот по геморрагическому инсульту. Все-таки вот геморрагический инсульт чаще встречается у коренного населения. Ну, это, возможно, связано с генетикой, да, с особенностями сосудистой стенки, там, с дисплазиями соединительной ткани, да, но это тоже требует такого уточнения, изучения, да. Думал, что у европеоидов больше встречается. Нет, нет, ишемический, да. Нет, про геморрагический. Геморрагический. Да? Интересно. Но в литературе описано, что геморрагические чаще в азиатских популяциях встречаются. Это вот Япония, у них очень много было одно время геморрагических инсультов. А это Китай, это Корея, вот в азиатских странах у них, да. А вот все-таки инсульт — это болезнь пожилых или могут любой человек? Знаете, вот это неправильное мнение, что это болезнь старческого возраста. Потому что когда обращается 40-летний мужчина здоровый и говорит, что у него болит голова, то ему никто не верит. А он вот теряется время, это субарахноидальное кровоизлияние или ишемический инсульт, вот вертебробазилярный. Вот поэтому никто не верит. На самом деле, конечно, инсульт может встречаться в любом возрасте, в том числе в неонатальном. Есть понятие неонатальный инсульт. И вот среди новорожденных, особенно вот это с экстремально низким весом, у них сосуды не в 3 слоя, а в 2 слоя. И поэтому во время процесса родов у них может произойти инсульт. А чаще всего это происходит внутрижелудочковое кровоизлияние или внутримозговая гематома. Вот сейчас такие дети есть у нас, и даже вот, наверное, на сегодняшний день проходит лечение. Инсульт может встречаться у молодых людей, естественно. Есть такие редкие причины инсульта, которые могут вызвать в любом возрасте. Например, это наследственные тромбофилии, это синдром Садаси, он вообще моногенный, передается аутосомно-доминантным типом наследования. Да? И у нас такие пациенты же есть. Обычно в таких случаях инсульт развивается в возрасте 30-35 лет. Вот отец пролечился, потом через какое-то время сын поступает в этом же возрасте. Да. А можно ли предотвратить инсульт? Его надо предотвратить, потому что лучшее лечение инсульта — это профилактика. Вот дело в том, что, к сожалению, Россия, она занимает одно из ведущих таких мест, после Болгарии, по-моему, 2-е место, как по частоте инсультов и по смертности от инсульта. Потому что во всех странах обратили внимание на то, что инсульт, он такой инвалидизирующий, да? Заболевание же, оно
когда вы говорили о 6 миллионах, да, из этих 6 миллионов сколько возвращается к нормальной жизни? Только 20% сейчас, раньше 10 было. 20% к нормальной жизни. Остальные становятся инвалидами, либо умирают. Либо умирают, в течение первого года после инсульта, да, наверное, 40% все-таки умирает. Не в остром периоде, а в течение года, да. Большая часть остается инвалидами, и 20% возвращаются к той жизни, которая была у них до инсульта. Поэтому инсульт надо предупредить. Причем методы профилактики инсульта, они должны носить такой государственный, наверное. Это процесс такой, на популяционном уровне все это должно проводиться. И вот то, что мы сегодня с вами встретились, да, может быть, это очень хорошо, потому что надо как-то повлиять на сознание людей, на их ответственность за собственное здоровье. То есть первичная профилактика инсульта, она, как бы это банально не звучало, заключается в здоровом образе жизни. Это очень важно, здоровый образ жизни, да? Потому что мы же видим, что кто к нам поступает с инсультом. Если брать 40 лет, да, до 65, это большинство мужчины. Даже скажу вам, в 2 раза чаще мужчины в этом возрасте, трудоспособном, я имею в виду, потому что уже в таком пожилом возрасте там уже и мужчины, и женщины одинаково, у них атеросклероз, одинаково они болеют, да, после 65 лет. А молодой возраст — это мужчины. Почему? Курят, пьют, стресс. Сегодня, если говорить о стрессе, то действительно, да, такое психоэмоциональное перенапряжение. И образ жизни у них какой? В основном это мужчины, которые ведут сидячий образ жизни. То есть это гиподинамия. У нас целые палаты водителей лежат, да, таксистов там, либо дальнобойщиков, да, которые курят, сидят за рулем автомобиля, мало двигаются и не измеряют артериальное давление. Интересно, да? Водители, и у них контроля нет, да? Все они гипертоники, да, и наплевательское отношение к собственному здоровью, конечно же. Человек 40 лет думает, что он будет жить вечно, что ли? Нет, в 45 у него уже инсульт, потому что нелеченая артериальная гипертония. Поэтому человек должен быть ответственным за свое собственное здоровье. Хотя бы, если человеку исполнилось 30 лет, он должен измерить давление хотя бы 1 раз в год, да? А после 40 вообще, да, контролировать давление должен. Да? Потому что мы же знаем, что после 40 лет, это уже как статистические данные есть, 37% страдают артериальной гипертонией после 40 лет. А если взять после 50 лет, там вообще 50%, наверное, будет. То есть с каждым десятилетием жизни риск заболеть инсультом, конечно же, увеличивается. Но мы хотим продолжительную и активную жизнь. Конечно. Так ведь, да? Поэтому мы должны профилактировать инсульт. Во-первых, следить за своим питанием, никаких фастфудов, да? Никакого алкоголя там каждый день. Так сказать, еще насчет соли могу сказать. Потому что у нас в России такая культура, что мы все любим засаливать, да? Раньше я сама тоже солила там огурцы, сейчас нет. Такая культура соления, да? Там очень много соли, да? И мы любим соленые огурцы, да? И вообще не следим, сколько мы соли потребляем. На самом деле мы должны всего потреблять там 5 грамм в сутки. Это максимум, 5 грамм. Это 1 столовая ложка. А на деле оказалось, что россияне потребляют, слышали, наверное? 10 на 15, наверное, да? 20 грамм соли. Очень много. Употребляя, значит, селедку, там, огурцы, эти все консервированные продукты, очень много же употребляют. Да, мы же не считаем, сколько да, там да, это если посчитать, кто-то не поленился, посчитал и сказал, что да, у нас в России очень такое высокое потребление соли. И сахара, наверное, тоже, да. Я знаю, что в некоторых странах, в частности, в Финляндии, у них была принята большая программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она в себя включала питание детей в детских садах, где их приучали к бессолевой
диете. То есть он практически там в их питании, там в каше, в супы соль не клали. Ну, то есть у них уже рецепторы привыкли к тому, что надо есть малосольную пищу. И это привело к резкому снижению инсульта в Финляндии. Они же тоже были одно время лидерами. А вот только один такой момент, снижение потребления соли, привело к снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот. В Японии тоже была программа. Они очень крепко солили рыбу, крепко. Сейчас у них вот эти все сашими и так далее, вот то, что мы любим тоже, да, они практически без соли же. Они хлеб тоже не солят. У них вот хлеб диетический, он бессолевой. И тоже количество гипертонии снизилось, и, соответственно, меньше гипертонии, меньше инсульта, меньше инфаркта и других там осложнений, да, артериальной гипертонии. Потому что артериальная гипертония – это очень большая проблема. Вот если человек перенес инсульт, как защитить его от повторного инсульта? Это уже вторичная профилактика. Вот каждому пациенту, который перенес инсульт, врачи не ленятся, они пишут прямо на целой странице рекомендации. Рекомендации начинаются с модификации образа жизни. То есть они что приписывают? Снижение массы тела, умеренную физическую нагрузку 6000 шагов, если человек помоложе 10 тысяч шагов, да? Далее контроль за питанием, ну а потом уже идут эти препараты. Вначале образ жизни, потом препараты. Те, кто прислушивается к рекомендациям врача, они говорят, вот одна моя пациентка сказала, моя жизнь после инсульта улучшилась, потому что я сбросила вес, стала заниматься, ну, так скажем, физической культурой, ходить, там, скандинавская ходьба. Да, она действительно похудела, она занимается своим здоровьем и говорит, я стала чувствовать себя лучше. Вот у меня и, как сказать, не только вес я сбросила, да, подтянулась, но и общее ощущение жизни у нее лучше стало. То есть жизнь после инсульта, она существует, если человек соблюдает все рекомендации. Но, к сожалению, это вот такой, ну, так скажем, единичный случай, да, когда, да. А чаще всего ой, мне лучше стало, и ладно. Да, пациенты, ну, они еще и когнитивные же бывают. После инсульта они теряют свои когнитивные способности, да, у них ухудшается память, и, может быть, и с этим связано то, что они не прислушиваются к рекомендациям врача и продолжают вести ту же самую жизнь. Еще хуже, они вообще становятся диванными людьми, набирают в весе и поступают с повторным инсультом. К большому сожалению, у нас 30% инсультов – это повторные инсульты. То есть одни и те же пациенты приходят. Вот по поводу реабилитации, да, насколько она важна и где ее проходят? Реабилитация сверхважна. Она начинается уже в реанимации. Да, она начинается в реанимации, и это вот такой правильный подход, который позволил все-таки снизить инвалидизацию. Чем быстрее мы больного начинаем мобилизировать, даже если больной в таком сознании стопор, кома, все равно проводим вертикализацию, это очень важно для сердечно-сосудистой системы, да, раннее лечение положением, движением и другие вот реабилитационные методики, они очень важны. И причем вот реабилитация, она после инсульта, если есть дефицит, она должна быть продолжена. Это не один раз, там вот больной выписался, да, ему полагается один раз там пройти реабилитацию, да, второй этап, потом третий этап. Такого не должно быть. А второй этап можно проходить несколько раз, если это действительно требует этого. Если вот у больного есть гемиплегия, вот он прошел первый этап, у него движения где-то в ноге появились, ну, там полагается 20 дней, да, или 14 дней, он выписывается, должен опять поступить. То есть до, так скажем, до тех целей, которые можно преодолеть этому пациенту, зная, какой у него дефицит, и какой у него возраст, и какое у него заболевание. Да? И, конечно, врач ФРЭ
Он определяет вот, цели, задачи при каждом поступлении в реабилитационное отделение. И вот сегодня я делала обход как раз в отделении реабилитации на РБ-3, да, очень хорошее отделение, очень хорошо оснащенное, да, и туда ведь пациенты поступают, ну, буквально, так скажем, на носилках. Первый раз выезжают уже на коляске, а второй раз уже могут уйти своим ходом. Причем это видно прямо на глазах. Это очень хороший, сказать, результат для больного и удовлетворение своей работой для врача, когда пациенту становится лучше. Используется там сейчас очень много технологий, они используют. Это и ходьба, такая с помощью экзоскелета, не просто ходьба, да, это и компьютерные игры, это вот специальные такие есть перчатки, в которые парализованная рука может выполнять те или иные движения, чаще всего это игровые, на экране компьютера. Вот. Если у человека когнитивное нарушение, то есть компьютерная тоже когнитивная реабилитация. Если у него шаткость, есть специальная стабилоплатформа, которая тоже помогает восстановить координацию движений. То есть оснащение очень хорошее, и вообще реабилитационное оснащение, оно, конечно, очень дорогое, но это стоит этого. И вот иногда видишь, что пациент был такой тяжелый, даже вот по моему опыту нельзя терять надежду, даже если у больного тетраплегия. Все равно чего-то мы можем добиться. Поэтому реабилитация, она крайне важна после инсульта. Первая помощь при инсульте, какова она? Первая помощь, ну, во-первых, не надо самодеятельностью заниматься. Потому что у нас люди бывают разные, да, есть люди активные, которые сразу ему там аспирин, что-нибудь еще, нельзя. Значит, вы должны, если оказались рядом, помочь этому пациенту не получить там, уложить его, да, расстегнуть там рубашку, если есть возможность измерить давление, успокоить и сразу же вызвать скорую помощь. То есть время доезда сейчас по Якутску очень быстро они приезжают, да, там в среднем уже за 20 минут они его привезут в отделение. Вот. Не надо ничего через рот там давать, пить там давать, какую-то таблетку. Нет, потому что дадите аспирин, а у него геморраж. Ну что? Ну, еще больше. Нет, да. А если это ишемический, то давление не надо сбивать. Я вот знаю, там одной женщине дали 3 таблетки капотына. У нее ишемический инсульт, конечно, она поступила с обширной ишемией. Давление нельзя снижать при ишемическом инсульте, потому что вот перфузия нарушается. И так там сосуд такой эмболизированный или тромбированный. Мы да? еще и давление, а еще и давление питание уберем, да, тогда, конечно. Первые 3 дня надо поддерживать на высоком, а потом уже после 3 дней уже будем стабилизировать до целевых цифр. Повлиял ли ковид на инсульт? Ковид на все же повлиял, да? На инсульт особенно повлиял. Вот я как вспомню, что у нас было во время ковида в отделении. Это, ну, вот можно сравнить там с госпиталем во время войны, да? Количество инсультов увеличилось. Это раз. Во-вторых, это смертельное такое сочетание ковид плюс инсульт. Больные не выживали. У нас летальность вообще подскочила в 2 раза. И, конечно же, почему ковид так повлиял? Потому что мы знаем, что этот вирус SARS-CoV-2, он вызывает эндотелиальную дисфункцию. Он сам по себе вызывает тромбообразование. И даже вот люди, у которых нет каких-то вот больших сердечно-сосудистых заболеваний, там, да, заболев ковидом, могли получить инсульт. Поэтому да, повлиял ковид. Вот если взять в целом, вот вы говорили про портрет пациента, что сначала поступают мужчины, потом вроде бы уже сравнивается мужчины и женщины, да, с возрастом. Да, а вот если копнуть все-таки глубже в профилактику, да, вот с какого возраста необходимо начинать профилактику возникновения инсульта, и чтобы оттянуть максимально этот срок, чтобы не попасть? Профилактику надо начинать с детства. С детства. Какая она? Это приучать к правильному питанию. То есть эти все фастфуды, да, извините меня, это, конечно, вот вкусовые рецепторы детей привыкают, видимо, это как аддикция уже, да. Вот начинать с детства. Во-первых, правильное питание, любовь к физической культуре. То есть вот наши дети, я прямо с ужасом смотрю,
даже на своих внуков. Они вот в компьютере Ага. же сидят, да. Они даже вот если компания у них соберется, 10 человек, они все 10 человек будут сидеть в компьютере. Поэтому надо, конечно, чтобы в сознании ребенка уже было, что для здоровья полезно двигаться, правильно питаться, конечно же, да, ну и хорошо учиться, может быть, да. Да. Поэтому, конечно, с детства надо начинать. Вот, и здесь большую роль играет, так сказать, школы, да, детские сады, школы. И вообще вот профилактика сердечно-сосудистых катастроф, инсульта, она должна носить такой межведомственный характер. То есть, чтобы профилактировать инсульт, надо идти не в дом престарелых, а в школу. Да, и там проводить час там здоровья, вот, час инсульта, или показывать ваши передачи. Сложно же вот найти время и пойти в школу, да? Ну, можно вот там, у вас же передача не такая длинная, да? Ну, посмотрят, да, может быть, что-то из себя и для себя вынесут, да? Будем надеяться, что не зря сегодня Мгм. беседу ведем. А наследственная предрасположенность есть какая-то к развитию инсульта? Вот, как говорил академик Гинтер, все наши болезни зависят от генов, даже травмы. Конечно, есть наследственная предрасположенность, да. Вот. Дело в том, что этот вопрос изучался, вот, в частности, и в моей работе тоже есть, да. Если сравнить, например, как фактор риска наследственности, а это не модифицируемый фактор, родителей мы уже не выбираем, да, то у пациентов, у которых есть инсульт, у них чаще, у родителей, близких кровных родственников встречались сердечно-сосудистые заболевания. Вот. Поэтому об этом надо помнить, что если у вас родственники перенесли инсульт, значит, вы должны тоже об этом помнить и вести здоровый образ жизни. И мало того, советуют, что вот, например, если к нам поступает пациент с субарахноидальным кровоизлиянием, у него разрыв аневризмы, мы советуем его СИПСам, ну, братьям, сестрам, тоже сделать МРТ, чтобы выявить аневризму в холодном периоде и профилактировать развитие вот такого жизнеугрожающего осложнения, потому что есть наследственная предрасположенность к инсульту. Вот. И есть форма инсульта, когда вообще аутосомно-доминантное наследование имеет место. Да? Вот я уже говорила, некоторые формы. Садасил, например. Мгм. Поэтому это немодифицируемый фактор риска. Наследственная отягощенность по инсульту. Спасибо большое, Татьяна Андреевна, что нашли время, подошли к нам в студию. Я хочу напомнить телезрителям, что мы сегодня в течение получаса говорили с заведующей кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, главным внештатным неврологом Минздрава Республики, доктором медицинских наук об проблеме инсульта, о том, как его предотвратить, с какого возраста необходимо начинать профилактику, каким образом эта профилактика должна проводиться, какой должен быть образ жизни, чтобы не попасть в больницу с этим угрожающим жизни заболеванием. Благодарю еще раз, Татьяна Яковлевна, Спасибо. за беседу. А телезрителям по традиции желаю, чтобы вы не болели, сохраняйте свое здоровье. Оставайтесь с нами с программой «Якутия в деталях», проектом «Мой доктор». С вами был Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Всего вам доброго, не болейте.